Первое, чем я буду заниматься, как говорил, опраться труба у меня будет. Так, заведется или нет, хоть это дрын-дын мой. Если не так сделаю, все, пипец. Без трубы останемся и... Обалдеть, как все вкусно выглядит. Вон наш Тулан. Бездельник отдыхает. Отдыхает. Завтра будем искать глухаря. Вот смотрите, ребят, как устроена моя печка. Вот такой потолок. Ну вот, вещи я перетащил. Сегодня у меня один рюкзак только. Много продуктов у меня с прошлого раза еще оставалось. И самое необходимое я только взял. Это что у меня закончилось, это рис. Рис круглозерный, для плова хороший. Всегда я вот этот кругложерный использую. Вот. Чай закончилось, тоже Канди вот привез целую пачку. В прошлый раз уже я пил чагу уже заваривал. Туалетная бумага тоже заканчивается. Так, дальше привез лук. Крупные сейчас. Это уже покупные. Вот. У меня тоже, наверное, одна луковица тут оставалась. Чеснок еще. Консервы. Это еще сыр. 2 штуки. Достаточно, у меня еще одна оставалась, тоже должен быть. Так, тут просто пакеты обычные. Консервы туда. А, вот еще вторые консервы. Но сегодня, сейчас сразу тоже быстрый суп буду варить. Уколы. Шприц 5 кубиков, я не знаю, 5 миллилитров. Одним словом, себе буду делать уколы. Приходится делать. Вот. В нашей жизни и врачом станешь, и космонавтом. Уже не на кого надеяться. Такая огромная больница у нас в селе. Блин, пойдешь, там врача нету, или еще проблема, что там врача нету, без записи врачей уколы не делают. Вот приходится самому себе и уколы учиться делать. Пряники шоколадные. В прошлый раз я привозил пряники овсяные были, а сейчас вот шоколадные. Там печенье было, нет, пряники. 3 буханки хлеба и картошку еще. Столько. В принципе, хватит. А тут 3 буханки хлеба. Вот. Одну буханку подниму. Это. Все, больше ничего нету. Больше ничего. Это просто пакеты. Бывает там вместо прокладки для термоса крышки. Так. Ну, примерно вот такой набор небольшой. Да все есть у меня. Все необходимое есть. Гречка есть, рис есть, макароны бери не хочу, сахарный песок есть. Консервы привез. Картофель есть. Будем добывать, ловить. Добывать этот, как его, рябчиков. Поймаем рыбу, что-нибудь сообразим, пожарим, сварим. С голоду не будем подыхать тут. Еды море. Вот. Чайник пока не закипел, вот сижу, жду. И первое, чем я буду заниматься, как говорил, опраться труба у меня будет. Сегодня этим займемся. Вот. Ладно, ждем, когда чайник закипит. Что-то костер вообще не хочет сегодня работать. Так, заведется или нет, хоть это дрын-дын мой. Давненько я не заводил. Давненько не заводил. Так.
поставил. Уже суп варю. Я попил чаек. Немножко потеплело сразу же. Но на улице дубак, честно говорю. Прохладно. Этот ящик от моего сварочного аппарата из инструментов привез это на трубу тоже. Надо установить. Дальше скобы привез. Скобы, думаю, пригодятся они. Удлинитель. Очки сейчас понадобятся. Так, гвозди тоже. Герметик. Болгарка и домкрат. Сейчас в данный момент мне понадобится, отразные круги еще запас. В данный момент мне понадобится болгарка. Это обязательно буду резать трубу. Конечно же, если не так сделаю, все, пипец. Без трубы останемся и, я не знаю, думаю, все получится. В принципе, рассчитал, прикинул, что к чему. Думаю, все получится. Так, это возьмем. Ну и по ходу работы я буду еще варить суп. Быстрый суп из пачкового супа сварю. Так, ну что тут? Вот такой бардак. Сейчас все будем переделывать. Эту трубу верхнюю я вытащу, а нижнюю буду резать. Нижнюю обрежу. Там стыковочную фигнюшку, короче, надо убрать. И эту трубу переверну и воткну туда. Вот такая задача у меня сейчас будет. К сожалению, темно тут. Что-либо показывать вам, но вот тот самый шов, где вот весь конденсат, ребят, выходит. И я это не смог остановить, но никак не получилось. Вот, по советам подписчиков своих я сейчас понял, что надо делать. И самое главное, зрители мои оказались правы. Хотя я долго спорил и хотел доказать, что я прав, но ни хрена. Так, самое главное сейчас. Ага, еще шатается. Это сейчас получается мы на крышу поднимемся и там оттуда уже дернем это. Все ясно, понятно стало.
хорошо. Так, все оставляем. Понятно. Обожаю желе. Вот так, ребят, в одиночку все приходится быстро-быстро делать. Не успеешь оглянуться, там уже стемнеет. Надо быстро сварить суп, ремонтировать эту трубу, к ночлежке готовиться, к завтрашнему дню готовиться. Все это надо успеть. Быстро-быстро. И дрова еще не заготовлены. Сухие дрова еще надо заготовить, чтобы сегодня топить, на завтра приготовить. Все надо успевать. И все это успеем. А сейчас, как сварится все это дело, вот этот суп готовым будет, тогда уж поднимусь и буду работать болгаркой. Такой наваристый, вкусный суп будет. Из куриного, как сказать, из куриных консервов. Тулана я уже накормил. Были там остатки каши, хлеб дал. И сам он уже лег, ему все по барабану. Он будет отдыхать, спать. Вот. Ну и если доест кашу, я еще поставлю на ночь. Там пусть на печи варится. Обалдеть, как все вкусно выглядит.
Короче, ребят, у меня вот сперва вот так стояло. Вот так стояло. Я сюда одевал вторую трубу. И конденсат умудрялся вот через щели пройти вот здесь. Выходить. Сейчас он, конденсат, по идее, должен уходить в печь. Для этого... Ой, тяжеловато, блин. Для этого вот так мы сейчас делаем. Хоть бы влезла. Хоть бы влезла чуть-чуть. Сверху надо. Надо сверху поставить. Опять на крышу придется подняться. Идет. Все, в принципе, дальше не пойдет. Тут щель, конечно, будет. Сейчас я герметиком это все закрою. Но да все, в принципе, будем испытывать. Там потом покажет, что и как. Но конденсат, по идее, сейчас не должен туда попадать. Вообще. Вот так вот. Ну все, ребят, я работу закончил. Будем надеяться, что уже все будет хорошо, так скажем. Потому что я заколебался, честное слово. Смотрите, сколько вот тут шняги этой всякой просачивалось, блин. Ну сейчас должно все уходить в печь, как и писали мне в комментариях. Будем смотреть, как пройдет ночь сегодняшней. Он наш Тулан. Бездельник отдыхает. Завтра будем искать глухаря. Да, ему хорошо, вон утепленная изба у него. Сколько сена там. А? Мужичок. Эй, мужик. Блин, помазал я тебя. Вон он, ребят. Тулан. Тула. Жалко, Айды нету. Очень жалко. Да. Сейчас топор еще надо поточить. Пусть пока герметик подсыхает. И затопим печку. Один круг мне достаточно хватило. Ну, там скол получился, там трещина. Думал, блин, очень опасно там было пилить. Конечно же, думаю, многие готовы написать: Олег, снимай трубу, давай на земле пили. Но чтобы снять эту трубу, столько надо разбирать на потолке, этот жесть убрать. Потом у меня там утрамбовано на печи. Короче, герметично тогда стоит труба. Поэтому, ребят, там на месте я испилил. Ну, получилось. Конечно, неудобно, но
смогли сделать. Вот смотрите, ребят, как устроена моя печка. Вот такой потолок. И огонь идет до конца, потом поднимается вверх, вон туда, вон, видели. И здесь вот прочистная, как бы, дверца. И, скажем, сажа, все это шняга, которая из трубы идет, вот сюда накапливается. И, возможно, здесь, ну, можно чистить, одним словом. Надо бы какую-нибудь лопаточку такую сделать, именно прочистную. Ну вот кочергой сейчас. Вот просто вот взять, толкать, до конца толкаю, сюда вот выпадает. И потом уже совком убрать. Каждый раз или что-то, если с трубой случится, тяги не будет, можно в любой момент открыть все это дело и прочистить, посмотреть. Все так легко и быстро. Все прочистили. Вот. Да, потом все закрываем. И 2 барашка. Двумя барашками, чтобы просто так он не открывалось. Но как я делал эту печку, я показывал все, в принципе. Но все равно подписчики каждый день прибавляются. И многие не в теме, что и как. Что за печка такая. Печка огонь, ребят. Я смело, 100% говорю, печка огонь. Конечно же, один минус в нем — это толщина. У меня 3 миллиметра тут. Если, скажем, из 8 миллиметрового металла сварить, там вообще там 100 лет проживешь. Аккумулятор разрядилась. Но из-за того, что тонкий металл 3 миллиметра, я вот сюда еще приваривал вот такие угольники. Можно больше, конечно. И сверху, вон, смотрите. Надеюсь, видно в камеру. Сверху и сбоку. Не знаю, сколько лет прослужит эта печка. Конечно, не вечная, ничего нету вечного. Здесь вот также сделал. Лет 10, если прослужит, то это уже нормально. Там уже можно переварить, новую печку поставить. Или вообще уже охотиться будем или не будем, непонятно. Вот. Ну, примерно так. С этим разобрались наконец-то. Пошла, родимая. Нормально. Ну, сейчас будет в избе тепло. Все, тяга пошла. Я же говорю, печка огонь.